Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Кабинет министров принял решение об установлении минимального размера месячной заработной платы в 20 тысяч рублей, а также об увеличении вдвое размера пособий многодетным семьям. Также Кабмин установил минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2025 года. Подробности в материале Гунды Шоуа. С 1 января 2026 года многодетные семьи республики почувствуют ощутимую поддержку. Вступает в силу новая система ежемесячных выплат. Семьи, воспитывающие от 3 до 5 детей, будут получать по 1000 рублей на каждого ребенка. Для семей от 6 до 9 детьми эта сумма возрастет до 3000 рублей. А семьи, в которых растут 10 и более детей, будут получать по 6000 рублей. Эти изменения, финансируемые из республиканского бюджета, коснутся более 5000 семей и затронут жизни около 16 тысяч детей по всей стране. С 2016 года мы не повышали эти размеры. Выплаты у нас осуществляются, назначение выплат осуществляется отделами социального обеспечения в соответствии с положением о порядке и назначении выплаты пособия, утвержденной также Кабинетом министров. Выплаты осуществляются за счет средств республиканского бюджета через Министерство социального обеспечения. Данные выплаты коснутся более 5500 семей, в которых воспитывается до 16 тысяч детей. Дополнительная потребность средств в год составит около 75 миллионов рублей. Утвержден регламент, определяющий порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. Новые правила призваны внести точечные коррективы в существующую систему, особенно в части оценки результативности государственных инициатив. Документ детально регламентирует требования к разработке и утверждению госпрограмм, а также поэтапный процесс их подготовки и исполнения. В зависимости от горизонта планирования программы подразделяются на 3 категории – короткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, свыше 6 лет. В 2016 году был принят порядок разработки, у нас реализации и принятия государственных, ведомственных и межведомственных программ. Мы сегодня об этом уже имели беседу с уполномоченными лицами. Предлагаем то, о чем вы говорите, Женис Федорович, обязательно сделать, но пока ограничиться вот здесь постановлением, за исключением вот того постановления 2016 года, а потом подготовить целиком и целиком одним решением принять. Кроме того, установлен минимальный размер месячной заработной платы в размере 20 тысяч рублей. У нас были изначально установления показателя в размере 5000 рублей, затем повышение до 10 и до 15 тысяч рублей. Вот до 15 относительно недавно, 2 года назад, произошло увеличение. В текущем году, по данным Государственного комитета Республики Абхазия по статистике, наблюдается, что размер минимального прожиточного минимума превысил 15 тысяч рублей. По итогам 5 месяцев 2025 года составлял 16 200 рублей в месяц, в связи с чем нами во взаимодействии с Министерством финансов, Министерством юстиции и Госкомитетом по статистике был подготовлен проект о повышении минимального размера до уровня 20 тысяч рублей со вступлением в силу с 1 января 2026 года для того, чтобы предприниматели имели промежуток в размере 2-3 месяцев для того, чтобы подготовиться к увеличению заработной платы своих работников. Утвержден новый порядок открытия и закрытия железнодорожных переездов, призванный значительно усилить контроль за их организацией и свести к минимуму риски аварийности на участках пересечения автомобильных и железных дорог. Эти меры станут важным шагом к повышению безопасности как для автомобилистов, так и для железнодорожного транспорта. В связи с чем во исполнение поручения президента был подготовлен акт Кабинета министров, который регламентирует порядок обращения о открытии либо закрытии соответствующего переезда, рассмотрения этих обращений и, самое главное, порядок принятия и оснований для отказа в открытии таких переездов. Настоящий документ как раз представлен на рассмотрение Кабинета министров, и его действие позволит урегулировать текущую ситуацию и повысить безопасность на таких переездах.
Внесены изменения в сфере таможенно-тарифного и налогового регулирования. Согласно документу, солнечные батареи и другие агрегаты для генерации зеленой энергии освобождаются от уплаты таможенной пошлины и НДС. Это позволит мотивировать и стимулировать тех, кто уже занимается добычей альтернативной энергетики, подчеркнул премьер-министр Владимир Делба. На заседании были установлены минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая. Согласно постановлению, мандарины и апельсины будут реализовываться в среднем по 45 рублей за килограмм, лимоны 42 рубля, а нестандартные плоды по 10 рублей за килограмм. Экспортировано 31 тонна мандарин. Оценку наши коллеги произвели, и мы в среднем по 85 рублей за килограмм. В связи с отсутствием, значит, пока постановления. Вот. В прошлом году была аналогичная ситуация, от 85 до 92 рублей была оценка первоначально, потом, когда мы отправили весь пакет документов, значит, корректировка произошла на уровне 48-49 рублей. Я думаю, в этом году будет то же самое. У нас ежегодные встречи перед самим сезоном, сейчас вот тоже на днях будет встреча, но вот это постановление, как мы получим, и сразу мы со всех других служб, которые занимаются оформлением этой карантинной или стандарт, получили информацию по ценовой политике, все это скомпонуем, естественно, отправляем нашим коллегам, и там уже в центре декларирования будут принимать решения о установке стоимости. Утверждена научно-техническая программа по созданию Центра ядерной медицины. Ее цель – разработка концепции центра, который будет специализироваться на ранней диагностике социально значимых заболеваний. Центр планируется разместить в здании Сухумского физико-технического института. Ядерная медицина бурно развивается, используется. Наша задача конкретная – это создание центра по производству фармпрепаратов, которые необходимы как для ранней диагностики и лечения, и вообще для всего, что связано именно с этой темой. Но мы по линии медицины также соприкасаемся с Обнинском и с институтом имени Герцена и Блохина. Если есть какие-то вопросы касательно того, чтобы мы вместе могли использовать все эти мощности, да, мы готовы к сотрудничеству вообще на всех этапах. Лично знаю руководителей всех этих центров. Если какая-то ситуация нужна для того, чтобы облегчить бюрократию, мы готовы содействовать. Внесены поправки в постановление об утверждении нормативных актов по вопросам регулирования земельных отношений. В соответствии с изменениями предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, переводящие земли из категории сельскохозяйственного назначения в другие категории для несельскохозяйственных целей, обязаны внести плату в размере 500 тысяч рублей за 1 гектар. Кундашоу, Раму Камке, Абхазское телевидение. Состоялась встреча вице-президента Абхазии Беслана Бигвава с главой Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангиром Мамедовым. Стороны обсудили расширение участия детей из Абхазии в российских проектах и подчеркнули значимость общих усилий по сохранению исторической памяти. Повестка встречи совпала с недавним событием. 7 октября в парламенте Абхазии наградили участников и победителей международного патриотического конкурса «Россия – страна героев», организованного движением «Знамя России». Награждение прошло в память о депутате парламента Абхазии Вахтанге Гуладзе, который сыграл важную роль в привлечении абхазских школьников к участию в этом проекте. В 7-й школе открылся многофункциональный спортивный комплекс. Объект построен при поддержке Российской Федерации. Это уже 10-й многофункциональный спортивный комплекс на территории Абхазии. Церемонию открытия посетила Наилита Арутюнян. Красивые костюмы, хорошее настроение. Такая теплая атмосфера была на новом спортивном комплексе во время его открытия. Благодаря новой спортивной площадке можно будет играть в футбол, волейбол, также заниматься на современных тренажерах. Роман Марченко упомянул о том, что в этом году были переданы школьные автобусы, интерактивные панели, мобильные выдвижные компьютерные классы, чтобы в целом сделать образовательный процесс более эффективным и современным. Сегодня для нас действительно очень знаменательное событие. Открытие уже 10-го по счету многофункционального спортивного комплекса на территории этой замечательной школы. Как вы знаете, Россия активно помогает развивать инфраструктуру в образовательных учреждениях Республики Абхазия. Мы старались сделать все максимально качественно, использовали
лучшие материалы, современные технологии, чтобы действительно от души сделать этот объект долговечным, чтобы он долгие-долгие годы вас радовал и приносил пользу. Будем и дальше, безусловно, развивать тесное, эффективное, братское сотрудничество с вами. Директор средней школы номер 7 поблагодарил всех причастных к созданию спортивного объекта. Усилиями наших российских гостей замечательная спортплощадка здесь построена для нашей школы, для нашего микрорайона. Спасибо всем, кто помог в этом деле. Спасибо Российской Федерации. Это для нас большое дело. В первую очередь я хочу поздравить и руководство школы, учителей, учащихся и всех жителей микрорайона Депо с открытием такой красивой спортивной площадки, многофункциональная спортивная площадка, как вы видите все. Хочу поблагодарить коллегам из Краснодарского края. Хочу сказать большое спасибо Краснодарскому краю за такой красивый подарок нашей республике. Обращаюсь к детям. Занимайтесь, учитесь и будьте здоровыми. Искренние слова благодарности были произнесены на открытии. Создание подобных комплексов дает возможность молодежи улучшать свои спортивные навыки и просто с пользой проводить время. От лица администрации города хочу в первую очередь поздравить нашу школу номер 7 с этим знаменательным днем в их жизни. От лица администрации хочу поблагодарить всех причастных лиц, здесь конкретно Краснодарскому краю, руководству Российской Федерации и всем причастным лицам, которые были задействованы в строительстве данной спортивной площадки. И, конечно же, хочу поздравить дорогих учащихся нашей школы. Теперь у них есть прекрасная возможность развивать разные виды спорта. Ждем от вас побед во всех городских состязаниях. Спасибо большое. Друзья, сегодня знаменательный день для нашей любимой школы и для всего района. Мы искренне поздравляем руководство школьного заведения с торжественным открытием современной многофункциональной спортивной площадки на школьной территории. Это прекрасный подарок детям, подросткам и жителям всего округа, позволяющий активно заниматься спортом, поддерживать здоровье. Если честно, это моя мечта была, чтобы в каждой школе нашего города были вот такие многофункциональные площадки. Разговор об этом велся давно, и сейчас я просто счастлива, что у нас есть такие площадки уже в 5 школах. У детей, у преподавателей физкультуры этой школы есть очень хорошая возможность показать себя в лучшем свете на спартакиаде школьников города Сухум. Удачи вам, ребята! Огромное спасибо всем! Это уже 10-й многофункциональный спортивный комплекс на территории Абхазии. Открытие таких площадок – важное событие. Такие места развивают спортивные направления, также помогают формировать здоровый образ жизни. А церемония открытия порадовала присутствующих своими красивыми и запоминающимися номерами. Айрита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Делегация из Абхазии приняла участие в международной конференции по креативной экономике в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединяет более 1500 участников из более 30 стран, государств БРИКС, СНГ, ШОС и региона МЕНА. В рамках конференции проходит около 50 деловых мероприятий, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, презентации и открытые диалоги. Меморандум о сотрудничестве подписали Минкульт Абхазии и Агентство стратегических инициатив. Документ подписали Даур Кови и гендиректор организации Светлана Чупшева. Рабочее совещание Министерств здравоохранения Абхазии и России прошло в формате видеоконференции. Целью встречи стало укрепление сотрудничества и повышение качества медицинской помощи жителям республики. Совещание открыли министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба и заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Будба рассказал о ходе выполнения программы социально-экономического развития Абхазии, уделив внимание следующим вопросам: приобретение ангиографа и завершение
завершение строительства помещения под него, реконструкции и капитальный ремонт Гагарской ЦРБ, план оптимизации государственных учреждений здравоохранения Абхазии на 2025-2028 годы, обеспечение граждан лекарственными средствами, выполнение поручений президента РФ по направлению медицинских работников в Абхазию в курортный сезон. Полевой выход артиллерии начался в вооруженных силах Абхазии. Об этом сообщили в Минобороны Абхазии. Учения направлены на повышение практических умений командиров в управлении подразделениями, организации боевого обеспечения и взаимодействия с другими родами войск, отметил руководитель учений полковник Андрей Любовский. 27 сентября в Ростове-на-Дону прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу, посвященный памяти Александры Назадзе. На турнире собрались бойцы из Ростовской области, Краснодарского края, ЛНР и Абхазии. Александра Назадзе была советским офицером, участницей Великой Отечественной войны. Погибла 25 ноября 1941 года в ходе штурма станицы Нижнегниловской. Александра Назадзе посмертно награждена орденом Красной Звезды. Надзадзе Александра Константиновна – абхазская девушка, чья жизнь – легенда. Она родилась в далеком 1913 году в Абхазии, а в Ростове-на-Дону она отвагой прославилась. После школы работала библиотекарем и пионер-вожатой, училась в партийной школе в Сухуме, но мечтала служить в армии. Получив специальное разрешение Народного комиссара обороны, Александра поступила в военно-политическую академию, которую закончила перед самой войной. Александра Назадзе являлась родной сестрой моей бабушки. Она родилась в 1913 году в селе Отхара Гудаутского района. Девушка из обычной крестьянской семьи. После окончания школы она едет, работает в шахтоуправлении в Кларчельском. И потом по комсомольской путевке попадает в Высшую военно-политическую академию имени Ленина в Москве. Это вуз, который готовил политработников. На тот момент в академии училось всего 3 женщины, 3 девушки. И одна из них была Александра Назадзе. И единственная абхазка, которая закончила эту военно-политическую академию. Естественно, как патриот, как комсомолец, понимая все происходящее, как только началась Великая Отечественная война, она направляется на фронт. С осени 1941 года Александра Надзадзе сражалась на фронте, затем попала в политотдел 56-й армии под Ростовом-на-Дону. Отказавшись от должностей, во 2-м эшелоне рвалась на передовую, стала политруком в пулеметной роте. И когда начался штурм Ростова, ее отряд не дрогнул. При штурме одной из высот города, уже перейдя реку Дон, тогда была зима, по льду переходили лед, попадали, естественно, под страшный огонь немецких войск. И перейдя реку, погибает ее командир. То есть в бою погибает командир, естественно, по должности 2-я становится она. Как рассказывали очевидцы были те молодые совсем, можно сказать, юноши, которые еще были в этом городе, и именно в месте сражения они проживали и прятались по подвалам, и из щелей этих подвалов они наблюдали всю эту картину. Когда погиб командир, естественно, у солдат, все сразу залегли, потому что пулеметы не дали поднимать голову. И эта девушка, хрупкая девушка, встает в полный рост, расталкивает своих бойцов с криками «За Родину! За Ростов!», ведет их в атаку. Естественно, бойцы поднимаются за ней. В итоге эта высота была взята, пулеметная точка была уничтожена, но, к сожалению, она получила смертельное ранение. Сейчас, будучи в Ростове, мне показали приблизительное место ее гибели, потому что эти же местные ребята, как говорится, юноши, занесли ее в один из дворов, и, к сожалению, она там и скончалась. Ее похоронили там, потом перезахоронили в братскую могилу. И третье перезахоронение, это уже было
таком мемориальном комплексе, где вот она сейчас и покоится рядом со своими однополчанами. Александра Надзадзе была мужественной, энергичной, умело вела своих бойцов. Она всегда и во всем была первой. Вы знаете, бабушка моя очень много рассказывала про нее. В детстве, вот почти все свои школьные годы, сознательную жизнь, каждое 9 мая, не было, я не помню такого 9 мая, чтобы мы не ездили в Ростов, не посещали могилу, не встречались там с ветеранами. Ну, я тогда еще так, пионером был, потом комсомольцем и так далее. Бабушка рассказывала, что, ну, действительно, она была, сама бабушка, говорит, я в свое время удивлялась, как она вот, характер-то у нее был, говорит, непростой, в то же время эта девочка, то есть такая она, ну, с двух сторон можно было, она и улыбчивая, она и веселая, но когда нужно было, конечно, она проявляла свой характер, и я даже одно письмо читал, которое она писала с фронта своим сестрам и брату. Ну, там приблизительно такие слова, что, значит, мы здесь на фронте, значит, будем уничтожать эту фашистскую нечисть за нашу родину, за нашу страну, за Сталина, ну, естественно, бойцы тогда, да, а вы там в тылу сделайте все возможное, чтобы наша победа приблизилась. То есть письма, ну, я вам скажу, взрослого человека, то есть не молодой девушки, которой там 26-27 лет. Ну, она пошла сама, не попала неправильное слово, пошла сама добровольно именно на передовую. То есть она могла, как политработник, находиться где-то в штабе, там, подальше от линии фронта, но изъявила желание, пошла. Но это говорит о многом. Вы понимаете, естественно, таких было десятки миллионов, да, люди, которые шли на жертву ради того, чтобы, значит, эту фашистскую нечисть, как говорится, уничтожить. Но девушка, еще раз повторюсь, из обычной крестьянской семьи, из обычного, значит, нашего села, вот так вот проявила себя. И действительно это очень... Я просто горд, что это вот касается моей семьи, да, моих предков, которые вот с честью и с достоинством прошли все это, к сожалению, значит, ценой своих жизней, но, по крайней мере, сделали все от них зависящее, чтобы, значит, приблизить победу. Одна из улиц Ростова-на-Дону носит сейчас имя Александры Надзадзе. На берегу Дона в память о ее подвиге был воздвигнут один из самых величественных монументов Ростова. Там и ведет своих солдат теперь уже в вечный бой против гитлеровских оккупантов славная дочь Абхазии, политрук Александра Надзадзе. В ближайшее время одна из ростовских школ также будет носить ее имя. Память о героине живет и в Абхазии. В Сухуме и Лдза школы и улицы названы ее именем. В Ростове 27 сентября прошел первый мемориальный турнир по бразильскому джиу-джитсу, посвященный памяти Александры Надзадзе. По инициативе прекрасного нашего спортсмена, абхазского спортсмена Руслана Хашба, был проведен международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, посвященный именно ее памяти. Вот. Этот турнир собрал свыше 550 спортсменов с разных регионов, в том числе и с нашей республики. Так что этот турнир уже становится международным. Вот. Огромную поддержку оказала абхазская диаспора во главе с Виктором Шамиловичем Хашба. Под их, как говорится, началом, по их инициативе вот это все было. Было поддержано все это, естественно, руководством и Ростовской области, и, естественно, руководством и города. Вот, соревнования прошли на высочайшем уровне, были призы вручены и так далее, и так далее. То есть этот турнир будет проходить теперь ежегодно, но уже перед 9 мая, то есть в апреле месяце. В турнире участвовала и команда из Абхазии. Было разыграно 510 медалей и 3 общекомандных мест. Победители получили солидные призы, право на участие в чемпионате мира в декабре текущего года, а также отдых в Абхазии. Настроены бороться, побеждать. Раз у тебя настрой боевой, мы готовы сражаться и получать свои медали. Мы приехали с абхазским настроем показать то, что мы готовы, мы настроены на это. Этот турнир, это мероприятие, которое сегодня проходит, она уже десятки лет требовала того, чтобы его сделать. Мы, конечно, всегда на 9 мая ходили
мемориалу, возлагали цветы, вспоминали мы всегда Александру Константиновну Назадзе, которая погибла и положила свою жизнь за освобождение города Ростова-на-Дону. Но все-таки это время наступило, к счастью. Мы решили провести этот турнир, и его учредили, чтобы ежегодно проводить теперь к 9 мая. В этом турнире очень много участвовал, из 550, спортсменов, очень много было детей. И вот этим детям рассказывали эту историю. Может, кто-то понимал, может, кто-то не понимал, но мы обязаны это делать, потому что это наша история, это история нашей большой страны, это история этих героев, которые защитили нашу землю. И было бы отрадно, что вот эти дети с вниманием слушали, понимают, повзрослее люди уже это знают, эту историю. То есть вот такая вот у нас, у нашего народа и вообще у всего советского народа была героиня. За отвагу и храбрость, проявленную в боях за Ростов, Александра Константиновна посмертно была удостоена ордена Красной Звезды, одной из самых чтимых фронтовиками наград. Известный абхазский поэт Иван Тарба посвятил ей стихотворение. В нем есть такие строки: «Обелиск поставлен белый, ширь и степь вокруг него, девушке абхазке смелой, здесь поставили его. Берег Дона величавый приютил тебя навек, горд твоей бессмертной славой, тихий Дон, как человек». Лаура Капш, Нала Чхенджеря, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Конкурс красоты «Леди мира» будет проходить в Абхазии целую неделю. Участницы из разных стран объединились на одной площадке – отель «Амра» в городе Гагра, чтобы посоревноваться в красоте, уме и индивидуальности. «Красота спасет мир» – это выражение описывает сегодняшнее мероприятие, которое проходит в городе Гагра в отеле «Амра». Наша съемочная группа посетила это мероприятие, чтобы лично убедиться, действительно ли красота может спасти мир. Конкурс «Lady World» был организован в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть красоту, ум и уникальность участниц. Каждая имеет возможность на открытии представить свою страну и культуру в формате коротких видеовизиток. Автор конкурса Елена Шкуратова отметила, что проведение открытия конкурса именно в Абхазии не может не радовать как организаторов, так и участниц. У нас 3 категории. Участницы до 40, 40-50 и категория сайз. У нас есть жюри. Сегодня будет представлена видеовизитка. Девушка будет представлять видеовизитки, рассказывать о себе, о своей стране, о культуре. История вообще конкурса «Леди мира» была сформирована уже достаточно давно, 15 лет назад, и основана на том, чтобы девушки обменивались культурами, в первую очередь, потому что женская красота, она безгранична. Конкурс «Lady World» будет проходить неделю. В течение этой насыщенной недели участницы имеют возможность показать себя с лучшей стороны. Победительниц конкурса будет 3, каждая в своей категории. У нас нет каких-то шаблонов, стандартов. Каждая девушка индивидуальна, то есть мы не загоняем под какие-то параметры. Мы даем девушке возможность раскрыться именно в том формате, в каком они на самом деле есть. По окончанию конкурса каждая участница получит тур по 3 городам Турции. Помимо титула победительницы и короны, в главный приз конкурса входит тур с суммой на 600 тысяч рублей. Самого масштабного проекта. Давайте поаплодируем продюсер художественного фильма. Несмотря на соперничество, между участницами царит здоровая конкуренция. Каждая относится друг к другу с уважением и большой поддержкой. Наш конкурс нельзя было просто так подать заявку и попасть. То есть мы выбирали лучших из лучших для того, чтобы конкурс был наполненный женской энергетикой. И очень умные, очень грамотные, очень мудрые у нас девушки. И у нас конкуренции не существует. То есть абсолютно адекватно девушки относятся друг к другу. Они помогают, поддерживают друг друга. Нету никаких обид. Все переживают, и организаторы переживают, и участницы переживают. Конечно, как без этого. Елена уже несколько лет связана с индустрией красоты. И неудивительно, что автор проекта уже заметила будущих победительниц. Несмотря на это, решение остается за жюри. До начала торжественного открытия у нас была возможность поговорить с участницами, узнать об их настроении и цели победить. Не тяжело вам совмещать свои хобби с воспитанием детей? Когда все делается через любовь, это придает много сил. А детям 9, 12 и 14 лет. Они уже разрывают телефон, желают кучу удачи, посылают поцелуйчики, свои эмоции, верят в меня всем сердцем. Для меня этот конкурс не просто соревнование, этот конкурс для меня возможность, платформа заявить о своих идеях. Я считаю, что красота, она настолько сильна,
что возможно поменять мир к лучшему. Мероприятие проходило в закрытой форме. На торжественном открытии присутствовали только участницы, организаторы проекта и жюри. А финал конкурса смогут посетить уже все желающие, отметила Елена Шкуратова. Подавали девушки местные из Абхазии, было 3 человека, но когда собрались девушки со всех стран, почему-то девушки из Абхазии в последний момент отказались. И хотя на самом деле я считаю, что если проходит международный конкурс в Абхазии, то национальное достояние Абхазии, то есть любая участница должна была принять участие, именно абхазка. Конкурс «Леди мира» проходит на территории Абхазии уже второй раз. Только в этот раз масштабы намного больше. Знаете, в прошлом году мы проводили конкурс в Сочи, но финал приехали проводить в Абхазию. Очень-очень аккуратно нас пустили на вашу территорию, сказали, что здесь должно быть все очень достойно. Я заверила, что конкурс «Леди» он обязывает. У нас на самом деле истинные леди. И сказали, хорошо, проведите, а дальше посмотрим. Мы его провели, и нам пришло приглашение в следующем году полноценно целую неделю, королевскую неделю, каникулы для наших принцесс провести именно в Абхазии. Очень гостеприимно нас приняла Абхазия. Будем рассказывать о культуре вашей страны. Это очень важно, потому что очень многие девушки никогда не были в Абхазии, но, знаете, вот они находятся второй день, и они в полном восторге. Ну что? Хочу поблагодарить вас за такой прекрасный конкурс. Анна Лагвилава, Ада Мурджения для Абхазского телевидения. Инициативу конкурса «Чистый двор» предложили группы команды Абхазии, экологическое благополучие, культурный код и ценности совместно с администрацией города Сухум. На данный момент проходит оценка дворов, которые подали заявку на конкурс. Инспекцию территории проводят замглавы администрации Сухум Автандил Сурманидзе, замначальника городского управления ЖКХ Елена Отепина и представительница групп Анжелика Вартикян. В конкурсе приняли участие около 20 дворов. Конкурс «Чистый двор» приурочен к 32-летней годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Главный приз – благоустройство двора. Просто душа радуется, горожане выходят, наводят порядок, белят, красят, подметают, убирают. Это хорошая практика. Приняло участие около 20 дворов, домов. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше, но это такой пилотный проект. В первую очередь, огромное спасибо всем жителям, кто принял участие. Получилось так, что у нас из города Гудауты приняли участие, и из поселка Гудзера. То есть есть обратный эффект, и я думаю, что это станет доброй традицией. Одни мы ничего не сделаем без жителей. Здесь должны понимать и стараться все, от маленького до большого. И тогда, я думаю, мы добьемся больших успехов. 9 октября в 12 часов Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» проведет 7-й съезд партии. В программе съезда выборы руководящих органов партии, утверждение обновленной программной стратегии, определение приоритетных направлений работы на ближайшую перспективу, а также выступления почетных гостей и представителей партии союзника «Единая Россия». Место проведения мероприятия – гостиница «Интерсухум». И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 9 октября, территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем временами дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 18-23 градуса, температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.